Так вышло, что якутская земля сыграла определенную роль в судьбах и творчестве русских писателей, мыслителей, ученых. Еще Михаил Васильевич Ломоносов в одной из своих от писал о Якутии. Там лето чистой быстрины, как Нил народа наполняет. В дальнейшем здесь, в стране изгнания, или, как еще говорили, в тюрьме без решеток, отбывали наказание декабристы. Кондратий Жилеев написал о Якутии свою знаменитую поэму «По-инородски». В Илийском остроге 10 с лишним лет находился выдающийся философ, революционер-демократ Николай Григорьевич Чернышевский. В Омге жил сын Виссарион Галактионович Короленко. По Якутии путешествовал Иван Гончаров. Здесь бывал никому еще неизвестный Иосиф Бродский. Вряд ли я буду прав, если скажу, что наш суровый северный край притягивает к себе творческих людей. В прежние времена многие, как правило, оказывались здесь не от хорошей жизни, а порой и не по своей воле. Но то, что Якутия дает творческим людям сильные впечатления, заряжает их особыми эмоциями, вдохновляет и наводит на большие серьезные размышления, не вызывает сомнений. Потому что здесь слышится по-особому. Гостей всегда поражает наша девственная природа, необъятные просторы, многовековая культура коренных народов Севера, наши своеобразные и по-своему уникальные духовные традиции. Якутия – единственная национальная республика в Дальневосточном регионе. Однако здесь в мире и согласии проживают представители 139 народов и этносов. Жители Якутии обладают особым северным менталитетом, на формирование которого повлиял, конечно, экстремальный климат. Наши люди не очень ярко выражают свои чувства, но если любят, то всем сердцем. Они всегда помогут ближнему, никого не оставят наедине с бедой. Такова нравственная основа жизни на севере. В то же время мы не отделены забором от остального мира. Глобальные процессы всецело отражаются и на якутянах, на их сознании и поведении. И в этом есть реальные опасности, грозящие подрывом исконных устоев, не идущие на благо развития гражданственности, патриотизма, толерантности общей культуры. На пленуме Союза писателей в Якутске 20-летней давности наш земляк Валентин Григорьевич Распутин с горьким сожалением рассказывал о том, как путешествующий по Байкалу американский композитор по фамилии Уинтер, оказавшись на острове Альфон, исконно в бурятской земле, захотел послушать и записать бурятские песни и танцы. Вечером мы собрали местную молодежь возле шаман-камня, Альфонской святыни, рассказывал тогда Валентин Григорьевич. Но произошло неожиданное даже для меня. Ни песен, ни танцев свои молодые буряты не знали, а многие из них не знали и родного языка. И тогда я испытал стыд пополам с ужасом, вспоминал Распутин. Так вот, на якутской земле, уважаемые коллеги, к счастью, пока еще звучат якутские песни. Молодые ребята и девушки с удовольствием танцуют осокой, а национальный эпос «Лонгкот» признан шедевром нематериального наследия всего человечества. И вчера мы все это сами почувствовали, видели, слышали на нашем национальном празднике. У меня были хорошие учителя, народный писатель Якутии Василий Семенович Яковлев Галан, который был моим классным руководителем. Духовный лидер якутского народа Дмитрий Понович Стивцев, Сурна Маллан, с которым мы много общались в последние годы его жизни. Выдающийся философ и мыслитель Алексей Алексеевич Кулаковский в «Скулях», произведение которого является для меня путеводным. Все эти люди справедливо говорили, что культура и духовность гораздо важнее, чем остального. Ибо только культурный и уважающий своих предков человек способен двигаться вперед. И если народ сохраняет свою культуру и
то он обязательно приведет к позитивным результатам и в экономике, и в социально-общественном развитии. И стоя сейчас перед вами, видными представителями российской интеллигенции, я заявляю, что буду и дальше делать все от меня зависящее, чтобы пропаганда культурных, исторических и духовных ценностей вкладывался максимум возможных ресурсов и финансовых, организационных, человеческих. Потому что от того, насколько ответственно и внимательно мы будем относиться к своей истории, языка, музыке, литературе, непосредственно зависит нравственное здоровье людей, которое важнее физического, поскольку определяет мировоззрение, а в конце концов и качество нашей жизни. Уважаемые участники выездного заседания, буквально 2 недели назад, 5 июня, у нас состоялось историческое, с моей точки зрения, событие. Было проведено учредительное собрание Ассоциации писателей Якутии, которое призвано стать площадкой, объединяющей все существующие писательские альянсы нашей республики, и в том числе в будущем, возможно, даже еще и появившиеся. Такое решение вызревало не 1 год. Литераторы нашей республики шли к нему очень долго, но все же пришли, потому что поняли, этого хочет не власть, этого хочет народ. И сама литература должна быть честной, ее достоинство не в сладких речах и дорогих приплетов, а способности видеть реальные горести и радости нашей жизни, вскрывать ее вечные противоречия, давать людям пищу для размышлений. И, конечно, такие мероприятия, как выездное заседание Союза писателей России в Якутии, дают много, позволяют проблемы выслушать разные мнения, сверить планы дальнейшей работы. Смысл культурного наследия, писал Айтматов, заключается в том, что национальное достояние того или иного народа надо щедро распространять, раздавать другим и тем самым способствовать процессу духовного взаимопонимания, взаимовлияния. Это тот случай, когда раздающий не теряет, а приобретает, раздающий не скудеет, а обогащается, говорил Чингис Толькулович. В заключение я хотел бы поблагодарить современных российских писателей, внесших бессмысленный вклад в развитие литературы Якутии, а значит и в развитие нашей республики в целом. Позвольте выразить слова глубокой признательности Владимиру Валерьевичу Клементьеву, Николаю Михайловичу Коняеву, замечательным исследователям жизни и творчества Алексея Алексеевича Кулаковского в Цикулях. Также я от души благодарю талантливых переводчиков многих якутских поэтов Анатолия Михайловича Парпарова и Сергея Николаевича Главюка, издателя антологии якутской поэзии. И, конечно, отдельно я выражаю глубочайшую признательность Валерию Николаевичу Ганчеву, на протяжении долгих лет поддерживающему творческие связи с Якутией, сделавшему очень много для нашего края. Спасибо всем, кто приехал к нам, кто проявляет неравнодушие к проблеме развития национальной литературы. Верю, что такой взаимообмен, творческое общение станет постоянной практикой и не ограничится только годом литературы.